Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Юлия Апел. Главное в программе сегодня. Грозят ли России новые санкции в свете развития ситуации на востоке Украины? Телекомпания CNN прекратит вещание в России. Между тем, российские власти создают новый пропагандистский ресурс. Благотворительные организации помогают детям в Донбассе. Начнем с обзора событий из Праги. Сергей? Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. CNN прекращает работу в России. Об этом в письме кабельным операторам страны сообщила компания Turner Broadcasting System Europe. Она владеет правами на трансляцию канала. CNN исчезнет до 31 декабря. Причина приостановки – поправки в закон России о СМИ, рассказал газете «Ведомости» представитель Broadcasting System. Сейчас компания рассматривает альтернативные возможности вещания CNN в России и надеется вернуться на рынок. Московское бюро CNN, отмечу, свою работу продолжит. И из истории вопроса. Поправки в закон о СМИ были приняты в России в 2010 году. Участие иностранцев в медиакапиталах тогда ограничили 50%, а месяц назад Госдума понизила планку до 20%. Тем временем новое международное информационное агентство МИА «Россия сегодня» запускает новый проект «Спутник». Это будет интернет-сайт и сеть радиостанций в 34 странах мира. Каким будет «Спутник», рассказал гендиректор МИА Дмитрий Киселев. Мы против агрессивной пропаганды, которая сейчас кормит мир и которая пропагандирует, буквально навязывает однополярную конструкцию мира. Сколько будет стоить, как сказал Дмитрий Киселев, надежная проверенная информация о России? По данным РБК, на МИА в следующем году выделят почти 6,5 миллиардов рублей госденег. Это около 140 миллионов долларов. Телеканал Russia Today в 2015 рассчитывает на 15 миллиардов рублей. Это около 323 миллионов долларов. Что сегодня происходит на медиарынке России? Об этом моя коллега Шахида Якуб беседовала с бывшим главредом Ленты.ру Галиной Тимченко, но сейчас руководителем проекта «Медуза». Это новая стадия интенсификации российской пропаганды или это вполне закономерное развитие событий? Собственно, с тех пор прошло уже ровно год, как было ликвидировано агентство РИА Новости. И все ждали какого-то концептуального решения, что же это будет. Пока то, что представлено в МИА «Россия сегодня», не производит никакого впечатления, кроме гигантского производства белого шума. Я так поняла, что «Спутник» будет заниматься всем, кроме телевещания. Очень напоминает идею Радио Свободы, радиовещания BBC, «Голос Америки». Можно ли, у меня такое ощущение, что это своего рода ответ российского правительства тем радиокомпаниям западным, о которых я только что упомянула. Вам не кажется? Ну, понимаете, в чем дело? Мне как-то кажется, что ни Радио Свобода, ни Голос Америки никогда не снились такие бюджеты и такие объемы производства. Поэтому я бы не стала сравнивать. Вы уж простите меня. Галина Викторовна, откуда деньги берутся-то на все это? Вроде как российский рубль падает, экономика в стагнации. Что происходит? Откуда такой бюджет? Если российское государство считает возможным отнимать пенсионные накопления у граждан, я не знаю, наверное, из каких-то тайных закромов Родины. Я, честно сказать, плохо понимаю, что с одной стороны мы вынуждены экономить на всем, и даже на социальной сфере. Значит, пропаганда сейчас для российского государства важнее благополучия граждан. А как же будут выживать в таких условиях, когда государство выделяет огромные деньги в государственные СМИ, те небольшие частные медиакомпании, которые более-менее сохраняют пока еще независимость? Нет, это же не взаимосвязанные истории никак. Каналы интернет-распространения, слава богу, в России существуют. Рекламный рынок, каким бы он ни был искаженным или кривым, тем не менее существует. То есть это две параллельные вселенные, которые существуют каждая по своим законам. Они не существуют уже лет 8 как в телевизионном формате. Последние 2 года просто, наконец, это стало абсолютно очевидным. Но ведь не вчера и не 2 года назад 3 кнопки практически полностью перешли под контроль властей.
И еще о Russia Today. У телеканала могут быть неприятности в Великобритании. В интервью радио «Эхо Москвы» представитель британского регулятора телерадиовещания Ofcom заявил, что у них есть жалобы на необъективное прокремлевское вещание от британских зрителей канала. Ofcom провел расследование и вынес Russia Today предупреждение. Еще одна жалоба приведет к закрытию канала на территории Великобритании. И вот как на предупреждение Ofcom отреагировала в своем твиттере главный редактор Russia Today Маргарита Симонян. Ofcom даже не скрывает, что пытается заставить нас изменить нашу редакционную политику. И еще цитата: «Обвинение нас в предвзятости и полный игнор очевидной предвзятости BBC – не что иное, как очевидная цензура». И как можно оценивать увеличение доли и навещания в современной России? Об этом мы беседовали с телеведущим, автором знаменитого цикла документальных передач на государственном телеканале «Россия», медиааналитиком Николаем Сванидзе. Такой контрпропагандистский так называемый залп. Это в Советском Союзе была такая формула — контрпропаганда. Расчет на завоевание максимально широкой аудитории за рубежом, прежде всего в западных странах. Николай Карлович, я так понимаю, что внутренним рынком уже занялись и все в порядке, то есть внутренний рынок поддерживает в большинстве своем позицию партии правительства, теперь занимается зарубежным рынком, то есть обработка общественного мнения Запада. Информационная война внутри российская, она выиграна за явным преимуществом, потому что просто собственной конкуренции-то нет. Что же касается информационной войны за пределами российской территории, она с тем же явным преимуществом проигрывается по той же самой причине. И поэтому развиваются мощности технологические, агитационно-пропагандистские, для того, чтобы проталкивать идеи, которые дороги в последнее время нашему руководству. Это уходит в седую древность, связанную с российской историей. Представления о России как о Третьем Риме, представления такие мессианские о всемирной исторической роли России и православия. Вот эти ценности решено пропагандировать. И для этого не жалеют деньги на вот эти технологические пропагандистские мощности. Речь идет, несомненно, не только о политической, не только об экономической, но и о культурно-идеологической изоляции России. И российское руководство пытается что-то предпринять, чтобы прервать эту блокаду, потому что очевидно, что изоляция ни к чему хорошему не приведет. Значит, вопрос стоит так: либо мы оказываемся в изоляции, либо мы в стороне, либо мы возглавляем движение. А третий путь, конечно, не дан? Третьего пути нет. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Далее эфир из Вашингтона. Наши коллеги выясняли, грозят ли России новые санкции из-за последних событий на востоке Украины. Юлия. Спасибо, Сергей. Ситуация в Донбассе остается тяжелой. Госдепартамент США подтверждает наличие там военной техники российского происхождения, причем без опознавательных знаков. В Вашингтоне опасаются повторения крымского сценария с печально известными зелеными человечками в Донецкой и Луганской областях. В последние дни мы получили доказательства серьезного продвижения российской военной техники в Украину. Применяется крымская тактика, когда используется либо перекрашенная бронетехника, либо бронетехника со складов, которая снята с вооружения. С нее убраны все опознавательные знаки, которые говорили бы о российской принадлежности. Мы не знаем, зачем это делается, и хотели бы узнать. Между тем, казалось бы, возможностей вести диалог у лидеров достаточно. Президенты США и России побеседовали на полях саммита АТС в Пекине. Белый дом сообщил, что разговор продолжался всего несколько минут, и Обама с Путиным не успели обсудить существенные темы. Госсекретарь Джон Керри также пообщался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Однако заинтересован ли Кремль в конструктивном диалоге с Западом? Вот мнение политолога Андреаса Умланда. Есть некая надежда на то, что санкции и в целом осложняющаяся экономическая ситуация в России приведут к новому рассмотрению российских национальных интересов в Москве, может быть, к возникновению новых групп интересов в Москве, и что на этой базе можно будет по-новому обсуждать
проблемы с Украиной. Может быть, в этом смысле время работает на позицию Запада, на позицию Украины. Каковы могут быть дальнейшие военные планы президента России Путина в отношении Восточной Украины? Своими мыслями по этому поводу с программой «Настоящее время» поделился политолог Тарас Кузио. Россия никогда не соблюдала Минские договоренности, так же, как и не соблюдала договор, подписанный с Грузией в 2008 году. Минские соглашения деэскалировали ситуацию, но не разрешили конфликт. Сейчас Путин пытается предоставить сепаратистам оружие и, возможно, спрятать под их формой российских солдат, чтобы предпринять еще один бросок на украинскую территорию до зимы. Если он не сделает это до декабря, то в следующий раз возможность будет только в марте-апреле. Единственная возможность для Путина изменить ситуацию – это отказаться от гибридной войны и начать полномасштабное вторжение. А это будет крайне сложно, поскольку приведет к массированным санкциям в стиле иранских. Кроме этого, 70% населения России против такого вторжения, и у Путина нет войск. Центробанк России опубликовал уточненный прогноз развития российской экономики, в котором, в частности, отмечается, что негативное влияние введенных против России санкций будет постепенно ослабевать в течение ближайших нескольких лет, но не потому, что санкции отменят, а потому что российская экономика сможет за это время адаптироваться. И с нами на связи наш корреспондент Александр Григорьев. Саша, добро пожаловать. Здравствуйте. Центробанку, конечно, виднее, но никто не говорит о том, что санкции будут отменены, и долгосрочный эффект влияния международных санкций всегда просчитать непросто, это показывает практика. Если говорить о международных санкциях, то в отношении России в связи с событиями на Украине важно отметить, что Россия уже платит свою цену, и это очевидно каждому жителю страны. Другое дело, что санкции, насколько можно судить, не повлияли на поведение российской власти, на действия Кремля, ради чего они, в принципе, и вводились. То есть действия России в отношении Украины продолжают быть агрессивными, скрытыми, и договора продолжают нарушаться. Что можно ожидать в будущем? В Вашингтоне много говорят о двух типах санкций. О продолжении или ужесточении финансовых санкций и о введении санкций на поставки высокотехнологической продукции, что серьезно ударит по российским предприятиям и финансовым институтам, которые как раз вот по прогнозу Центробанка и должны обеспечить то самое импортозамещение. Но опять-таки все будет зависеть только от действий Кремля. Большое спасибо, Саша. У нас, к сожалению, очень мало времени. Это был наш корреспондент Александр Григорьев. А теперь мы передаем эфир в Праге. Спасибо. В то время, пока государственные мужи Украины и России, так называемые руководители псевдогосударств Восточной Украины, ДНР и ЛНР, то обвиняют друг друга, то пытаются договориться, на Донбассе продолжают гибнуть мирные жители, и дети среди них. Одна из организаций, которая помогает раненым детям, фонд «Справедливая помощь». Исполнительный директор фонда Елизавета Глинка сейчас находится в Донецке, и с доктором Лизой, именно так ее называют дети, нам удалось связаться по телефону. Раненых в настоящий момент 2 детей и нуждающихся в госпитализации и получении специализированных лекарственных препаратов порядка 59 детей. А вот именно с такими ранениями, с боевыми, скажем, ранениями много деток? За прошлый месяц в результате ранений в областную клиническую детскую больницу города Донецка поступило 25 детей. Там есть медикаменты от гуманитарной помощи, поступают и занимаются ими оставшиеся в городе педиатры. На каждом отделении есть врач-педиатр, и естественно, что в реанимации дежурят 2 врача-реаниматолога, которые курируют поступление раненых детей. Елизавета Петровна, а кто-нибудь занимается психологическим состоянием детей, даже если они не раненые? В реанимации нет, потому что дети без сознания, а больные дети, их психологической реабилитацией заниматься трудно, потому что, как вам сказать, у них инвалидность в большинстве своем по психиатрии, и психологи с ними раньше работали, сейчас работают с ними психологи из-за обстрелов. Думаю, что нет. Кто, кроме вас, там работает в оказании гуманитарной помощи? Есть ли какие-то представители украинских властей? Безусловно, есть много групп, которые работают. Это называется «Ответственные граждане». Есть инициативная группа украинская. Есть еще какие-то благотворительные организации, которые либо пересылают за гуманитарную помощь, либо помогают старикам.
Далее. В одной из литовских школ появился украинский класс. На учебу в Вильнюс приехала первая группа детей из Донецкой и Луганской школ Восточной Украины. Детей, которые потеряли свои дома. Наш корреспондент Александр Зубряков более подробно. На урок в этой вильнюсской школе украинских детей приглашает веселая мелодия. А в их памяти все еще звучат пролетающие боеснаряды. 13-летний Артур из Луганска рассказывает, как его семье, друзьям пришлось пережить ужасы войны. Мы уехали в Днепропетровск, и сразу моего друга, на даче, снаряды попали, и моего друга бабушка убила. Хорошо, что мы уехали. Учиться и жить в Литву ребята приехали несколько дней назад. Пока что в этом просторном классе только 7 учеников. Вскоре приедут еще 8. Дети пережили очень, конечно, в своем таком возрасте очень много уже. А здесь они просто расцветают. Они, другая обстановка, все им нравится, они за все благодарны. О тяготах войны с ребятами стараются в школе не разговаривать, чтобы они скорее все забыли и как можно быстрее стали частью школьной общины. 8-классники уже стали обучаться литовскому языку и уже могут похвастаться знанием нескольких литовских слов. Labas rytas, laba diena, labas vakaras, или vakaras, до сих пор не знаю, vakaras. Labai jų laukiam, bet labai jaudinamės. Мы сначала очень беспокоились, как они будут себя чувствовать, все ли им понравится, сможем ли мы им помочь. В Литве украинских ребят поселили в общежитии специальной школы для детей-мигрантов. Здесь они будут проживать вместе с сотней ребят из разных стран. Сегодня после обеда ребята пойдут на экскурсию, ознакомятся со старым городом, посетят дворец правителей. И до тех пор, пока мы ждем прибытия оставшихся ребят, мы проведем для них вступительный курс уроков истории Литвы и Вильнюса. На проживание украинских ребят в вильнюсской школе правительство Литвы выделило около 100 тысяч евро. Учащиеся были отобраны специально послом Литвы на Украине, в основном из многодетных семей. Александр Зубряков специально для проекта «Настоящее время» из Вильнюса. Войны и конфликты в мире продолжают приводить к росту числа беженцев. Как мы видели, значит, нужно увеличивать и число тех, кто призван обеспечивать мир и помогать решать гуманитарные вопросы, число миротворцев. Подробнее об этом коллеги в Вашингтоне. Юлия. Сергей, спасибо. Действительно, посол США в Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр выступила в Американском институте предпринимательства с призывом укреплять международные миротворческие силы. За последние десятилетия численность голубых касок возросла почти в 2 раза. Сегодня миротворцы ООН осуществляют миссию в 16 странах. Продолжит тему Александр Панов. Саманта Пауэр недавно вернулась из Западной Африки, района, где свирепствует лихорадка Эбола. Борьбу с распространением смертельного вируса посол США называет одной из проблем, с которой должны бороться международные миротворцы. Американские солдаты сражаются с исламским государством на Ближнем Востоке. Они откомандированы в Западную Африку, чтобы остановить вирус Эбола. Они продолжают нести службу в Афганистане, даже после того, как мы столкнулись со значительными сокращениями военного бюджета. В мире не иссякает каскад кризисов, от Восточной Украины до сектора Газа. Как сказал президент Обама, выступая в Вест-Пойнте, Америка всегда должна быть лидером на мировой сцене, но мы не должны действовать в одиночку. Сейчас в 16 миротворческих миссиях под эгидой ООН заняты 130 тысяч человек. 2/3 голубых касок действуют в зонах активных боевых конфликтов. Миротворцы востребованы как никогда. Они несут потери. США приветствовали создание межафриканских миротворческих сил и намерены вкладывать в их подготовку ежегодно по $110 миллионов. По мнению американского посла, необходимо пересмотреть порядок выдачи мандатов миротворцам и расширить их функции. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун распорядился разработать новую стратегию международных миротворческих сил впервые за последние 15 лет. Посол США в ООН Саманта Пауэр убеждена в том, что международные миротворцы могут и должны активнее вмешиваться в военные конфликты на всех континентах. Она не видит большой проблемы для американской внешней политики в том, что к руководству сенатских комитетов придут теперь республиканцы.
По ее словам, будущие председатели комитетов по международным отношениям и делам вооруженных сил, сенаторы Коркер и Маккейн, в прошлом неоднократно выступали за активное вмешательство Америки с целью прекращения насилия в разных точках планеты. Прекращение военных конфликтов делает Америку безопасней. Но не только это имеет значение. Наши сердца подсказывают, что это правильно. Согласно опросам, большинство американцев поддерживают такие действия. Любопытно, что по окончании Гарварда Саманта Пауэр начинала свою карьеру как журналист в Боснии, и она резко критиковала президента Клинтона и ООН за позднее вмешательство в этнические чистки на Балканах. Она назвала тогда администрацию Клинтона аморальной. Вообще, 44-летняя ирландка, мать двоих детей, бывает резкой на язык. В 2008 году, поддерживая Обаму, она назвала Хиллари Клинтон монстром. Тогда эти два политика конкурировали за право стать официальным кандидатом от Демократической партии. В должности посла в ООН Пауэр убеждена, в 21 веке международное сообщество должно действовать дружно и активно, чтобы злодеи на мировой арене были остановлены. А демократия, как ее понимают в большинстве развитых стран, восторжествовала. Александр Панов, Андрей Дегтярев, Вашингтон. В США сегодня отмечают День ветеранов. На Национальном моле в Вашингтоне пройдет массовый концерт при участии таких звезд, как Брюс Спрингстин, Эминем, Риhanna, Дженнифер Хадсон и многих других. Впрочем, творческие люди вспоминают о ветеранах не только раз в году. Новый кинопроект ставит своей целью помочь солдатам справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным ужасами войны. Участники проекта рассказали о том, как они смогли начать делиться своим опытом с друзьями, семьями и боевыми товарищами. Трое друзей после окончания школы решили пойти в армию. Афганистан не прошел для них даром. Они страдают от посттравматического стрессового расстройства или ПТСР, психического заболевания, вызванного ужасами войны. Этот фильм создан солдатами, и в главных ролях они же. Процесс создания фильма – ключевой момент в оздоровительной программе «Я был там», направленной на лечение посттравматического расстройства. Инициатива принадлежит Бену Пэттону, внуку одного из самых знаменитых командующих Второй мировой войны Джорджа Пэттона. Бен Пэттон – психолог и кинопродюсер. Зачастую все начинается с того, что они совсем не готовы делиться переживаниями с кем бы то ни было, включая их семьи и боевых товарищей. Но к концу 4-го дня они вместе с парой сослуживцев создают короткометражный фильм на любую тему. В 95% случаев в основу фильма ложится стресс, который они пережили на службе. Программа насчитывает более 300 фильмов. По словам Пэттона, опросы, проведенные после съемок, показывают снижение посттравматического синдрома на 20%. Говорит доктор Ривка Туваль-Машиач, советник Пэттона. Один из самых действенных способов, когда тебя просто слушают, без осуждения, без предложения быстрых решений, это поднимает самооценку. Вот как описывают свой опыт сами участники программы. В первый день ты не чувствуешь никакого облегчения, а на 4-й замечаешь улыбку на своем лице. И тогда ты понимаешь, что у тебя в жизни есть предназначение. Сержант Гарри Сенс написал сценарий фильма «Перекресток Райз» и сам в нем снялся. Я открыл глаза и решил принять и попробовать то, что они предлагали. А почему бы не посмотреть, что из этого получится? И я был поражен результатом. Участникам проекта советуют делиться своим опытом с родственниками и друзьями. По словам Бена Пэттона, подобный опыт совместной работы и самовыражения помогает ветеранам и их семьям справиться с проблемами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством. Прага, передаем эфир вам, Сергей. Небезразличные москвичи собирают деньги для узников Болотной. Прошел 4-й по счету аукцион. Кто в этот раз выставлял свои лоты и за какие деньги уходили работы? Об этом наш корреспондент в Москве Андрей Королев.
Благотворительный аукцион в пользу узников так называемого болотного дела проходит в Москве уже 4-й раз. В этом году он проводится в рамках фестиваля «Медиа Удар». Основными медиаперсонами здесь выступают бывшие узницы российских лагерей Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Говорят, что платформа художников и активистов «Медиа Удар» сразу согласилась на проведение аукциона в поддержку узников Болотной площади. Активистские принты, гравюры, набивки на ткани от Иорши и Грина частично были использованы как подарки, что-то ушло в аукцион и в будущие платья. За всем этим наблюдают портреты трафареты участников событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, когда мирная акция была разорвана полицией. По сути, сейчас, кроме тех, кто поддержит заключенных материально, им больше надеяться не на кого. Отбывающие различные сроки заключения десятки активистов или случайно попавших под пресс правоохранительной системы людей должны знать, что о них не забывают даже тогда, когда любое свободное волеизъявление не кажется безопасным. Мне кажется, и у художников, и у нас есть ощущение, что они сидят за нас всех. То есть, собственно говоря, там мог быть я, там мог быть любой из этих людей. В минувшую субботу удалось выручить более 140 тысяч рублей. Много это или мало, сами рассуждения на данную тему кажутся эфемерными в сравнении с тем, что сейчас переживают узники Болотной. Надеяться на то, что человек может выжить своими силами, будучи заперт в клетку, не приходится. А все текущие нужды, ему нужно, этому человеку, который находится в тюрьме, совершенно то же самое, что и нам с вами. Ему нужна еда, ему нужна одежда, ему нужна юридическая помощь. Работы уходили за более чем скромные деньги и, за редким исключением, не имели ярко выраженных политических месседжей. Но все это не отменяло главной идеи – оказывать помощь политзекам даже тогда, когда политическая реакция в стране кажется необратимой. Это «Настоящее время». Приветствуем всех, кто только к нам присоединился. Вновь черед Соединенных Штатов. Коллеги, вам слово. Русскоязычный американец, фотограф Марк Серман впитал в себя Нью-Йорк и потом показал его по-своему. Репортаж Михаила Гудкина. Фотограф Марк Серман признает, Нью-Йорк – его вдохновение. Город его развлекает, печалит и веселит каждый день. Знакомые места становятся материалом для творчества и преображаются на фотобумаге. Вот реальная площадь Юнион-сквер. А вот она через объектив Марка Сермана. Вот реальный Гудзон. А вот он на его фотографии. О своей работе Марк не очень много говорит. Просто снимает любимый город, а получается искусство. Ну, наверное, это художественная фотография. Она, во всяком случае, не прикладная. А некоторые даже говорят, что высокохудожественная. Я соглашаюсь. Для тех, кто оказывается здесь впервые, город может показаться холодным и чужим. Все эти снующие по своим делам люди, небоскребы, которые давят на тебя. Но для человека, который прожил здесь 34 года, город открывается по-новому. Он может стать почти родным. Нью-Йорк запечатлеть непросто. Он всегда меняется и не всегда приветлив. Марк его знает как свою фотокамеру. Живет здесь с 80-го года, сам родом из Ленинграда. Работал на самых разных работах. Снимал для New York Times и Newsweek, для известных издательств. Его работы есть в частных коллекциях. Марк Серман – иммигрант и художник. Изменялся вместе с городом. Он стал чище, он стал более упорядоченный, более буржуазный, менее богемный, чем был, когда мы приехали. Менее разбойный тоже. Меньше всякого хулиганья на улицах. Но потерял что-то, конечно, при этом. Марк стал частью иммигрантской истории. Он работал в газете «Новый американец», той самой, которую в начале 80-х создавал писатель Сергей Довлатов. Редакция находилась в этом здании на Юнион-сквер. Марк, естественно, не мог его не сфотографировать. Фотограф Нина Алаверт работала с Марком в «Новом американце». Нью-Йорк, он только такой, каким мы его видим. Марк видит его поэтическим, романтическим, изумительно красивым. Перенести на фотобумагу город вместе с настроением, энергетикой, сущностью – вот непростая задача фотографа. Конечно, это живой Нью-Йорк, потому что он, на этих фотографиях показано определенного рода отношение художника к тому, мимо чего люди проходят, совершенно не замечая. В Нью-Йорке по улицам можно идти по-деловому, можно бежать, а можно просто бродить с фотоаппаратом.
Этот город никогда не разочаровывает. И если город стал твоей жизнью, а ты сам частью его фактуры, разве его можно не снимать? Михаил Гудкин, Виктория Купчнецкая, Сергей Гусев, Нью-Йорк. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.